Это, пожалуй, самый главный исторический праздник в современной России. 8 лет назад крымчане сделали правильный выбор, проявив национальное самосознание. И сегодня обрели стабильность. День воссоединения в Ингушетии отмечают праздничным концертом. Все песни и стихи о ней, родной, могущественной и великой державе. День воссоединения Крыма с Россией традиционно отмечается как национальный праздник в нашей стране. Долгие годы народ Крыма и Севастополя мечтал вернуться на свою историческую родину, начать новую жизнь в безопасности. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов уверен, что крымская весна сплотила всех граждан страны. Все это было бы невозможно без грамотного и непростого политического решения президента России Владимира Путина. Мы собрались, чтобы высказать свое отношение к тому, что произошло 8 лет назад. К той ситуации, когда люди, живущие в Крыму, Севастополе, приняли решение войти в состав Российской Федерации. Это было событие, которое избавило жителей Крыма, Севастополя от того, что сегодня и до этого в других регионах Донбасса и Луганска сотворили нацисты. И сегодня верховный главнокомандующий, наш президент Владимир Владимирович Путин, опередил, чтобы не было дальнейшей опасности и для Крыма, в целом для нашей Родины. В 1912 году поляки пришли, мы пришли к ним в Варшаву, победили. В 1912 году пришли французы. В 1814 году мы пришли к ним в Париж с победой. В 1941 пришли фашисты гитлеровской Германии. А в 1945 на Рейхстаге мы с победой пришли и водрузили флаг нашей Родины. Мы всегда побеждаем и будем побеждать. Сегодня мы продолжаем путь наших предков, потому что в 1770 году, 252 года прошло, мы праздновали тоже воссоединение с Россией. У нас 5 генералов, еще царской армии, наши земляки, 27 полных кавалеров, Георгий Крестов, золотым оружием 11. Сегодня мы знаем, что каждый регион, каждый город всей нашей России защищен нашей великой доблестной армией. Сегодня я хотел бы сказать, чтобы мы понимали, что это нелегкий путь, нелегкий труд, это работа. Мы должны сегодня, и это делаем, поддерживать наших офицеров, солдат, генералов. Но самое главное, мы должны понимать, и вы, наверное, следите за вопросами и правду, наверное, отличаете. Мы должны поддерживать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Почему? Потому что весь этот период, если проследить, что он говорил, он просил, обращался к Западу: ну не делайте так, нельзя так делать. Нет, они за последние годы пришли прямо вот на границе. И что могло произойти? Ну, поставили бы сейчас какие-то атомные ракеты в Украине. И потом бы любая ситуация. А если Крым бы ушел бы, а там хотели штаб военно-морской базы НАТО сделать, Америки, то Черное море, все Черное море, мы не смогли туда даже порыбачить, выехать. Я не преувеличиваю. А когда Крым сделали защиту, и теперь мы можем говорить, это мы контролируем Черное море. Это мы контролируем Азовское море. Поэтому сегодня относиться к этому нужно как к
своей боли, озабоченности, потому что наши ребята там, и не только наши, начиная от Якутии, от Камчатки до Калининграда, сегодня там отстаивают наше завтрашнее будущее. Сегодня это касается, может быть, нас, может, наших детей. Но спокойствие, я вам скажу, если вы меня поймете, это спокойствие для внуков наших, последующих поколений, чтобы никогда никому не вздумалось развязать войну на нашей территории. Поэтому сегодня я искренне поздравляю крымчан, жителей Севастополя, воссоединением, и сегодня они на передовом рубеже находятся. Сегодня мы должны понять, что победа будет за нами, Украина будет денационализирована и демилитаризирована. Вот это мы должны понимать. Поэтому давайте сильно, искренне будем поддерживать нашу армию и нашего президента, чтобы у нас все получилось. Война багарыш, шейбог берыш, дал мяш могу шелпыш, давянчан дал кахиден болб, издел вох дел мяш больше идти на хитулбыш. Баргал холчон. Это было судьбоносное решение за воссоединение с Россией на референдуме, который состоялся в марте 2014 года. 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав российского государства. Сегодня полуостров – гордость страны, центр туризма и экономики. Крымчане и севастопольцы всегда чувствовали себя частью русского мира. Сегодняшний праздник – это действительно праздник для всей страны. Не только для крымчан Севастополя, но и для всех россиян. Поскольку мы в 2014 году воссоединили Крым с Россией и город Севастополь. И прошедшие эти года показали, насколько было это решение правильным, насколько выбор был правильным для крымчан, для всех нас. Всегда Россия защищает своих соотечественников, где бы они ни находились. И происшествие 8 лет мы видим, насколько в социально-экономическом плане было достигнуто больших успехов в развитии Крыма. Но самое главное, крымчане, севастопольцы чувствуют безопасность. За 8 лет в Крыму и Севастополе сделано многое. Запущены современные объекты инфраструктуры. Построен самый большой мост в стране. Госдумой России принято более 50 законопроектов, более 25 федеральных и федерально-конституционных законов, которые направлены на интеграцию Крыма и Севастополя в российское законодательство. Председатель Народного собрания Магомед Тумгоев считает, что особенно сегодня в непростой ситуации мы видим, как много значит для страны воссоединение Крыма с Россией. Это очень важное событие. Это подтверждает сегодняшняя политическая ситуация, которая складывается в отношении с Украиной. И не случайно то, что сегодня там проводят спецоперации, потому что такие примитивные меры как бы защищают нашу страну, чтобы мы как бы опередили ситуацию. Мы знаем, что там творилось, что там делалось в течение этих 8 лет. Поэтому очень важно вот так вот иметь солидарность у народов, что мы поддерживаем и политику нашего главы государства, и в целом вот такое единение говорит о нашем будущем. Сегодня в непростых условиях под давлением западных санкций вся страна объединилась за сохранение своей экономической стабильности. Россия способна и готова обеспечить себя собственной продукцией и создать новые рабочие места. Руководство региона способствовало объединению промышленных производственных предприятий алюминиевой отрасли в единый алюминиевый кластер для обеспечения импортозамещения и поддержки предприятий в условиях внешнего давления. Только вместе, только объединяя наши усилия, мы сможем преодолеть все трудности, которые перед нами стоят. В день воссоединения Крыма с Россией, собравшиеся в символичных георгиевских лентах в форме буквы «З» за Родину и за Россию. В честь годовщины проходит еще одно важное событие – посвящение школьников в ряды юной армии. Торжественно клянусь
всегда быть верным своему Отечеству и иноармейскому братству, соблюдать устав юнармии, быть честным юноармейцем. Клянусь! Удостоверения и фирменные значки новым юноармейцам вручил лично глава республики. Пополнила ряды юной армии сегодня и Самира Гитагазова. В новой форме чувствует себя особенно ответственно. Отныне она часть большого общественного движения. Сегодня я вступила в команду юноармейцев. Я ими горжусь, так как они помогают старикам, больным детям и всей стране. Я давно мечтала попасть в их команду. Сегодня я горжусь тем, что я нахожусь в этой форме рядом с этими ребятами. Надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо. Сегодня в Ингушетии более 9 тысяч юноармейцев. Это масштабный военно-патриотический проект, который делает очень многое для страны. Они участвуют во всех важных событиях, проводят акции, помогают малоимущим. Волонтеры также работали с детьми из детского дома, из республик Донбасса и Луганска. Оказывали гуманитарную помощь нашим военнослужащим и не только. Нашему движению 6 лет. За эти 6 лет сделана, конечно, колоссальная работа, чем мы очень гордимся. Общественная организация, которая, просто она создана, получается, на общественных началах. Мы оказывали помощь, я не знаю, всем. Мы участвовали в проекте «Белхи». Это мы помогали одиноким старикам, белили, красили, косили во дворах. Мы оказывали финансовую помощь мальчику, который у нас попал в такую ситуацию. Это был русский мальчик, 50 тысяч рублей, и глава оказал помощь. И нашему мальчику у нас в рядах тоже юноармейцы, которые, к сожалению, это колясочники, есть и такие ребята. И им мы оказывали помощь. Каждый Новый год, каждый праздник, каждый мархаж ребята обязательно собираются, скидываются. Мероприятие продолжилось с наступлением творческих коллективов в республике. Развиваться Крым и Севастополь будет и дальше. Впереди большие цели и задачи. Лена Сычева, Мухаммед Белакиев. Новости 24.